Уникальный спектакль-эксперимент, в котором прослеживается тесная связь современности и прошлого, особое театральное видение событий XVIII века. Здесь легенды становятся былью, а древние шаманские обряды – главным действием. 4 и 5 ноября на сцене Бурят-театра состоялась премьера спектакля «Шинхинур-Шулунут. Поющие камни». Полный зрительный зал, на сцене переплетение настоящего и давно минувшего времени. В авторской интерпретации событий Хоринской степной думы режиссеров Саяна Жамбалова и Сайжин Жамбаловой ключевой темой становится любовь. История подлинной любви славного тайши Дамбадугара Ринцеева к юной шаманке Шойжит Хатан. Чтобы более достоверно передать атмосферу той эпохи, артисты посетили места, где жил главный герой, чтобы знакомство зрителей с великим предком состоялось. Я думаю, об этом не раз Саян Сидыпович тоже говорил и в своих интервью, и мы об этом говорили. Да, мы стараемся воспеть эти имена, воспеть имена наших предков. Хоринский тайша, по воспоминаниям старожилов, был суровым правителем, который держал своих подданных в строгом повиновении. Как воплощался в эту поистине сложную роль, рассказал заслуженный артист Бурятии Баста Циденов. Прежде всего, я искал в нем какие-то очень человеческие качества. Что его мучило, что его тревожило, чем он жил, и почему он так поступал, и почему, с одной стороны, о нем ничего хорошего не написано ни в воспоминаниях, ни в преданиях, ни в документах. Поэтому вместе с режиссером мы решали, как его создавать. Над этим масштабным проектом творческая группа работала около года. Декорации к спектаклю создавал приглашенный из Москвы художник-постановщик Геннадий Скоморохов. В принципе, я считаю, что практически все у нас получилось так, как задумывали, это самое главное. Замечательно было, очень приятно работать с режиссерами. Мы нашли общий язык, мне кажется, довольно быстро. Сходу ловили идеи друг друга. И большое спасибо администрации за возможность поставить спектакль. Это большое удовольствие для меня. Благодаря талантливой работе двух режиссеров, прекрасной игре артистов, зрители стали непосредственными участниками тех сложных исторических событий. Почитали в группе ВКонтакте, я состою вашего театра, почитала анонс на спектакль и очень захотелось посмотреть. Пришли с супругом, эмоции первые, конечно, очень понравилось. Поскольку язык не знаю, я вот тут с переводчиком слушаю, но все равно это не скажу, что мешает, это помогает, но очень понравилось. Было очень ярко. Мне понравилось то, что артисты и режиссер смогли донести до зрителя все-таки, каким был великим Дамбадугар Ринцеев. «Поющие камни» заставляет задуматься над глубокой историей своего народа, своего рода и одного великого тайши, и услышать тихую песню камней, песню старых камней. Так о чем же поют старые камни?